Независимо от того, смотрите ли вы комедию, ужастик или драму, хороший фильм должен соблюдать фундаментальные принципы, иначе магия кино, скорее всего, не сработает. Разумеется, кино — это в первую очередь искусство и может принимать самые различные формы. Поэтому принципы кино правильнее воспринимать не как набор обязательных законов, а список предписаний. Однако, бегло окинув взглядом списки лучших фильмов всех времен по версии тех же IMDb или Кинопоиска, после просмотра нашего видео вы убедитесь в том, что, несмотря на массу различий, во всех них прослеживается использование одной базовой формулы. Кроме того, вы отметите, что в этих списках нет фильмов отечественного производства. Будем честны, многим из нас не нравится то, что кыргызский кинематограф переполнен безвкусными комедийными фильмами вроде «Чаек-заек» и то, какой современный облик приняло великое наследие Тулюмича Океева, Болота Шамшиева и так называемого кыргызского чуда в кино. Но будет неправдой сказать, что кыргызское кино окончательно обмельчало и у нас не осталось хороших работ. Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как понимание и соблюдение принципов кино помогло талантливому режиссеру Руслану Акуну снять самый кассовый на момент выхода, но что еще более важно, действительно достойный с точки зрения уровня качества, знакомый нам всем отечественный фильм «Салам, Нью-Йорк». Ну, салам, Нью-Йорк. «Аватар». Если в двух словах, это история о том, как бывший морпех в борьбе человечества с инопланетным народом Нави принимает сторону гуманоидов, поскольку внутренне трансформируется и проникается их культурой, ценностями и духовным богатством. История Дарта Вейдера из саги «Звездных войн» повествует о трагической судьбе положительного персонажа и его переходе на темную сторону силы. Даже «Терминатор» Джеймса Кэмерона, казалось бы, бездушный киборг, и тот развивается по ходу фильма и осознает ценность человеческой жизни. Первым и основополагающим принципом кино является трансформация персонажей. В начале фильма нас знакомят с главным героем Баатыром, который мечтает отучиться в Колумбийском университете и стать юристом. Баатыр беспечен, наивен и полон надежд. Мы вместе с главным героем немного теряем бдительность и наслаждаемся видами Нью-Йорка. Нас встречают приветливые таксист, работник фастфудной и студентка. Нам проводят небольшую экскурсию по университету. Фильм использует образ столицы мира для поколения, выросшего на всех этих фильмах и мечтавшего о жизни в Нью-Йорке, многие из которых и по сей день, движимые этими образами, отправляются туда за своей американской мечтой. Главного героя приводит в чувство цепочка событий: утеря багажа из-за собственной беспечности, затем его вновь обкрадывают во сне, но и вишенкой на торте служит вероломство дяди, который обещал главному герою оказать всяческую поддержку, но бросил его в нужный момент. Вы же сами меня сюда позвали, обещали оплатить контракт. Батыр, я срочно уезжаю в Европу. Европа? В Европу? Да, меня туда перевозят. Да к тому же у меня нет таких денег, чтобы оплатить твой контракт. Происходит первая трансформация и взросление персонажа. Нужно брать ответственность за свою жизнь и реализацию своей мечты в собственные руки. Воображаемый спаситель не появится из ниоткуда. Данная ситуация в той или иной степени знакома многим из нас, и вместе с главным героем небольшую трансформацию переживает и зритель. Баатыр пока что не теряет веры в себя. Полное сознание тяжести своего положения его все еще словно не настигло. Оно приходит во время звонка родителям. Баатыр не находит в себе силы рассказать родителям всю правду и решает взять ситуацию в свои руки. Долетел? Хорошо. Да, все хорошо. Айдар встретил? Да, Айдар Байке встретил. Как ты живешь? Хорошо? У него квартира прямо на берегу океана. Все так красиво. Как ты там, не голодаешь? Только что поели с ресторана. Герой днями работает, поначалу для того, чтобы поднакопить денег и вернуться домой, а после все же решает остаться, чтобы попробовать реализовать свою мечту. Но трансформация не происходит всегда сама по себе. Ее приход зачастую спровоцирован другими людьми. Уличный барабанщик вселяет в Баатыра веру в то, что еще не поздно идти за своей мечтой. Борись за свою мечту, чувак. You tell me. Ты мне говорить. You бомж. Ты бомж. You sleep streets. Ты спать, You no улица. house. Ты нет дом. Yeah, it's true. Да, это правда. But all I need, Но все, что мне is my нужно, music. это моя музыка. И там, в It's my городе, dream, man. я борюсь каждый день. And I fight for it Каждый every day. божий день. А нью-йоркские кыргызстанцы, с которыми его случайно сводит судьба, укрепляют эту веру в нем. Своих в беде не бросаем.
Обязательно поможем. Главный герой налаживает свою жизнь, поступает в университет, заводит отношения, успешно оканчивает учебу и даже устраивается на работу мечты. Но в нем происходит финальная трансформация. Его отца подставляют из-за принципиального нежелания продавать свой участок, и Баатыр решает, что хочет вернуться домой и использовать накопленные знания, чтобы добиваться справедливости у себя на родине. Таким образом, проделав весь этот длинный путь вместе с Баатыром, мы также проживаем трансформацию. Кто-то в большей степени, вдохновившись словами барабанщика и внутренне согласившись с тем, что сдаваться нельзя и нужно продолжать идти за мечтой. Кто-то в меньшей степени. Но так или иначе, каждый включивший фильм зритель из немного наивного мечтателя трансформировался вместе с Баатыром и вышел с кинопоказа повзрослевшим. Без развития персонажей и трансформации кино теряет изрядную долю смысла. По ходу просмотра те, за кем мы наблюдаем, должны меняться. И с ними при помощи богатого на образы киноязыка и художественных приемов должны меняться и мы. Кстати говоря, о киноязыке. Услышав слово «кино», мы в первую очередь представляем себе картинку и уже потом звук. Кино – визуальная среда, и визуальные решения могут провоцировать и вдохновлять зрителя гораздо больше, чем голос рассказчика или актеров. Поэтому вторым центральным принципом кино является поговорка «show, don't tell», в переводе означающая «показывай, а не рассказывай». Данный принцип подразумевает наполнение визуальной среды фильма многозначительными, яркими штрихами, деталями и символами, обогащающими его, через которые зритель может окунуться в замысел автора и понять заложенный в него посыл. Большинство из нас вряд ли вспомнит хоть строчку из диалога между Дайан Китон и Аль Пачино в «Первом крестном отце». Но последний кадр фильма, то, как закрывается дверь офиса Майкла перед его женой, символизируя его полную трансформацию в крестного отца и отказ от личной жизни, врезалось зрителям в память. В первой же сцене мы видим одну из таких деталей – командирские отцовские часы, которые главный герой фильма Баатыр надевает на руку. В дальнейшем мы узнаем, что эти часы были проданы для оплаты жилья, сменили хозяина, и под конец фильма Баатыр выкупает их обратно, возвращаясь к себе на родину. Режиссер уделяет особое внимание этой детали. Часы важны для главного героя. Их ему подарил отец. Они в каком-то смысле являются символом его трансформации. Он сперва отказывается их продать, но после разговора с родителями, осознав тяжесть ситуации, продает их, словно прощаясь вместе с ними и со своей наивностью. И в конце, принимая тяжелое решение по поводу возвращения домой, он выкупает их, словно восстанавливая связь с отцом, предпочтя семью блестящей карьере. Еще больше информации об ощущениях, эмоциональном состоянии и трансформации главного героя нам дает цвет. Обратите внимание, как покрашена одна и та же локация. В одном случае Баатыр еще не столкнулся с проблемами, в другом первые тревожные звоночки уже появились. Вот еще несколько примеров. В начале фильма камера словно снимает Баатыра снизу. Он смотрит вверх, создавая ощущение того, что человек слишком мал на фоне величественного города. В конце же, добившись определенных результатов, он сам созерцает город с высоты небоскреба. Принцип «показывай, а не рассказывай» также берет на себя немаловажную функцию экспозиции и позволяет в условиях сжатого хронометража дорисовывать и обогащать мир внутри фильма. С его помощью нам показывают и нелицеприятную сторону Нью-Йорка, бедность и социально уязвимые группы, неблагополучные районы и их обитателей, на фоне все еще продолжающих воспевать романтику города плакатов, гонки за выживание на Брайтон-Бич и, напротив, атмосферу уюта, поддержки и взаимопонимания в квартире у соотечественников, а также знакомят с семьей Баатыра и позволяют еще лучше понять, в каких условиях вырос и сформировался наш главный герой. По словам режиссера Руслана Акуна, история основана на реальных событиях, но из жизни не одного, а нескольких людей. И Баатыр является неким собирательным образом не только внешних мигрантов, проживающих в Нью-Йорке, но также и внутренних мигрантов, приезжающих в Бишкек. Таким образом, почти каждая сцена отражает реальную историю кыргызстанцев и потому наполнена таким количеством интересных, живых взаимодействий. И что похвально, не обязательно выставленных только в положительном свете. Тут вам и первый неловкий контакт выросшего в консервативном обществе Баатыра с представителем квир-сообщества. Ну тогда проходи. Жоқ, өзің еле. Нет, Go. ты сам Are проходи. you sure? Уверен?
и довольно привычные уху кыргызстанца подтексты с угрозами. Жаль, что мы не в Кыргызстане. И мне жаль. И даже такая сцена увернулась от монтажного ножа. Мистер, maybe может быть, we'll do мы it in Kyrgyz way. решим по-нашему? Это как? Кыргызстан, Кыргызча, Может, money. за маленькое спасибо? Делай по-вашему в своей стране. Еще раз подойдешь с таким предложением, будешь говорить с копами. Это называется взяткой. Обнажая действительность, авторы не боятся демонстрировать ее изнанку. Местами избыточно неторопливое повествование разбавляют не самые оригинальные сцены, как бег на перегонки за право получить работу или использованные чуть ли не в каждом фильме ускоренные кадры городской жизни, а порой вполне себе эстетичные сцены игры на барабанах или, казалось бы, не самой динамичной игры в шахматы. А порой, напротив, изящными, неспешными визуальными решениями передается то, насколько высок темп и динамика жизни героя. Важны слова, поверь, и я открою эту дверь. Я знаю, выпадает шанс одному из стаи. Все встает на свои места. Я шел и пришел в час моего шоу. Поверь, я достучался в эту дверь. Я знаю, никогда не был успех так сладок. Забудь навсегда. Довольно часто перед режиссером, помимо необходимости раскрытия персонажей без длинной экспозиции и написания таких диалогов, в которых герои поведают зрителю всю необходимую предысторию и контекст, стоит также задача создания между ними естественных, не режущих глаз переходов. Тут все не так однозначно. Если переходы, создающие параллели между богатырем и его родными, выглядят естественно, Мои родители фермеры. My parents are farmers. то, к примеру, переход про 5 часов, связывающий свидание Юли и багаж, оставленный у Бишоя, выглядит наигранным, поскольку создан лишь для создания проблем с багажом. Да, свидание — это святое. 5 часов! Чемодан! А переход, позволяющий богатыру вспомнить об Эрике, уже даже немного режет глаз. Эрика. Но самое интересное, то что даже эти, казалось бы, недоработки в каком-то смысле помогают сродниться с фильмом, создают этакий шарм непосредственности высказывания авторов. Все актеры на момент выхода фильма не были широко известны. По словам режиссера, шлейф из уже запомнившихся образов, тянущийся за актерами, является большой помехой для нужного восприятия фильма. Приоритет специально давался малоизвестным новым лицам. Помимо всех приведенных выше примеров «показывай, а не рассказывай», «Салам, Нью-Йорк» хорош еще и тем, что держится стойкое ощущение, что к концу фильма актеры начали лучше играть и входить в образ, трансформируясь и на профессиональном уровне по ходу фильма показывая все больше, а не рассказывая, вызывая в зрителей все больше эмоций. Да, это не проблема, для этого дядя здесь есть. Он обещал помочь. Да-да, магистратура права. Вы что, знаете русский? Да-да, всю жизнь мечтал проучиться в колумбийском и стать адвокатом. Это просто сюрприз какой-то, я с удовольствием. А вы хорошо поищите. Может, найдете? Например, на своей руке? Айдарбайке, пойдемте с нами. Я вас познакомлю с друзьями. Что плавно подводит нас к третьему, ключевому принципу кино – сопереживание и сочувствие героям. Кино должно вызывать эмоции и чувство сопереживания персонажам, иначе зачем зрителю его смотреть? И в этом пункте фильм бесспорно великолепен. Элементы фильма, взывающие к патриотическим эмоциям, вкупе с отлично подобранными музыкальными саундтреками, Вечер, фонари горят и звезды вторят им на душе. Я знаю, выпадает шанс одному из стаи. Все встает на свои места. Пусть мечты уносят тебя далеко, на крыльях вдохновения так высоко. особенно выделяется Садагам в исполнении Каныкей. Биздин баштан нелер гана өттү күн, сезимдерге нелер гана чөктү күн. Жылуу кийим, жолдор узак
işçilik Bugün gündü apan jakkandan bizdi Выдерживают необходимый эмоциональный фон. Но самые яркие эмоции, конечно, вызывают сами персонажи. Баатыр, не потерявший чувство юмора и ребяческой непосредственности за полные тягот и невзгод года учебы и работы в Штатах, Сколько здесь пробудешь? Yes. Okay. Ничего себе, Токельдош. Береги себя. No, arrest me. Вы не арестовать меня? О, кто Момпося? Я Момпося. и обретшие житейскую мудрость и находчивость. А что я скажу родным? Скажу, что я вот так вот бедствую. Язык не повернется. Айдар Байке, пойдемте с нами. Я вас познакомлю с друзьями. Пусть один из братьев разделит все имущество поровну, как он считает справедливым. А второй брат должен выбрать ту часть, которую захочет. Таким образом, у них не возникнет причин обвинить друг друга в обмане. Оставшийся простым и человечным, что выгодно выделяется на фоне противопоставляющегося ему общества, закомплексованного и старающегося казаться важнее, чем оно есть. 10 лет назад я сам начинал с мытья посуды. А вот теперь смотри, я менеджер всего этого. Но ты же хочешь быть таким, как я? Лицемерного и высокомерного. Спасибо все равно. Хорошего дня. Завистливого. Их сын в Америке купается в долларах, а они Поехали. последнюю корову соседки крадут. Не стыдно ли? Второстепенные персонажи, казалось бы, также поначалу вызывающие негативные эмоции, а после услышанные и прощенные. Прости, что кинул тебя. Бывает. Уже 10 лет здесь. А толком ничего не успел сделать. За 10 лет толком даже английский не выучил. Вот и стал побегушкой на Брайтон-Бич. Мудрые со своей философией, простые и справедливые. Подводя итоги, персонажи фильма трансформируются и развиваются, вызывая чувство сопереживания у зрителей, а эффект усиливается с помощью умело сконструированной визуальной среды. Понимание режиссером Русланом Акуном, продюсером Нурбеком Айбашевым и остальной командой поставленных перед ними задач, в том числе важности соблюдения принципов кино, в той или иной мере сыграло свою роль. И Салам Нью-Йорк собрал более $700 тысяч в кинопрокате, получив специальный приз жюри на Сеульском международном фестивале и став эталонным примером хорошего современного кыргызского кино. Увидимся в новых выпусках.